Здравствуйте, в эфире новости. В студии Анжелика Мержоева. И коротко о главном. Более 300 участников из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. В Пятигорске завершился фестиваль Кавказских игр. На каком месте Ингушетия? Возвращение к мирной жизни. В Малгобеке прошло заседание комиссии по адаптации участников НВФ. Республиканский турнир по боксу прошел в сельском поселении Кантышево в память о мастере спорта СССР Исет Заурове. Кто победил? В Пятигорске завершились Кавказские игры. В масштабном спортивном состязании участвовали более 300 человек из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Амир Кукурхоев подробнее. Четвертые Кавказские игры завершились в Пятигорске. Фестиваль, который часто называют Кавказской Олимпиадой, в этом году проходит в столице СКФО. Фестиваль начался с грандиозной театрализованной церемонии открытия на стадионе «Центральном» в Пятигорске. В рамках фестиваля на верхней площадке Парка культуры и отдыха имени Кирова проходила выставка-ярмарка «Национальные подворья народов Кавказа». Делегации каждого субъекта России, входящего в СКФО, представили свой традиционный уклад, предметы быта, изделия народного промысла, блюда национальной кухни. В мероприятиях фестиваля приняли участие полпред президента России в СКФО, заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Геннадьевич Хлопонин, глава республики Юнусбек Бамглеевич Евкуров, руководители регионов, входящих в округ, и другие почетные гости. Добрый день, добро пожаловать на Ингушское подворье. Это какой период? Это 18 век. Уже первый, когда пошли капсулы, вот это север капсулы. После вот это уже пошли. Это вы свою коллекцию делаете? Это моя, да, моя коллекция. Частная коллекция, все это приобретаю и по возможности. А какая-то специфика? Ну, приобретайте только то, что имеет ценность настоящую. Ценные исторические, которые имеют ценность. Да, именные вот. После завершения церемонии зажжения огня Кавказских игр около 400 спортсменов из всех субъектов СКФО на стадионе «Центральный» померились силами в 11 видов спорта. Сборная Ингушетии победила в 2 видах спорта – бег на ходулях и лазании по канатам, завоевав в общекомандном зачете 3-е место. Амир Кукурхоев, Майрбек Мержоев, Новости 24. Тем временем Ингушетия готовится к другому событию, связанному со спортом. В начале следующего года республика впервые будет принимать эстафету Олимпийского огня. Она началась в Греции в конце сентября, а 6 октября символ Олимпиады встречали в России. Хава Султыгова подробнее. Международный олимпийский комитет имеет честь объявить, что 22-е Олимпийские зимние игры 2014 года пройдут в Сочи. 4 июля 2007 года ликует вся Россия. Впервые в нашей стране проводятся зимние Олимпийские игры. Неотъемлемым ритуалом игр является эстафета Олимпийского огня. 6 октября огонь встречали в Москве. Российский этап эстафеты будет самым длинным за всю историю. Он продлится 123 дня. Огонь побывает во всех 83 субъектах Российской Федерации и пройдет через 2900 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока. Приблизительная протяженность маршрута 65 тысяч километров, 14 тысяч человек, количество факелоносцев по всей стране. В конце января Олимпийский огонь прибудет в Ингушетию. Подготовительные мероприятия уже начаты. Сама эстафета будет проводиться в 3 этапа. Это начало эстафеты, где будет грандиозное театрализованное представление по встрече огня. Промежуточное, где эстафету будет принимать наша известная альпинистка Лейла Богачиева. Ну и финальная часть, конечно, у нас будет проходить с сожжением городской чаши. Эстафета Олимпийского огня на территории республики даст возможность продемонстрировать культурное и историческое многообразие Ингушетии. Оргкомитетом разработан маршрут эстафеты, в который войдут исторически и культурно значимые места республики. Самым важным моментом проведения эстафеты на территории республики это является оформление маршрута и привлечение зрителей
Надо сделать так, что маршрут будет у нас запоминающимся, красивым, ярким. Уже известны имена факелоносцев Ингушетии. Это представители различных профессий, которые вложили неоценимый вклад в развитие республики. И, конечно, это спортсмены, известные не только в Ингушетии, но и во всем мире. Списки утверждались на конкурсной основе специальной комиссии. Из числа спортсменов эстафету будут проводить олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, четырехкратная чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Бокова, мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион России Асхаб Костоев. Это то малое количество имен. Также огонь понесут спортсмены-ветераны, которые вошли в историю мира и России. Один из них – мастер спорта СССР, двухкратный чемпион мира по вольной борьбе Хашумар Арапиев. Я с большой гордостью пронесу этот факел и пронесу его с достоинством чести и любви к своей родине. Потому что это впервые, и я буду рад, что жители Республики Ингушетия доверены это, и я выиграл этот конкурс, чтобы его нести. С удовольствием это сделаю. Олимпийская эстафета завершится 7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт» в Сочи, где и пройдет церемония открытия 22-х Олимпийских игр. Хава Султыгова, Резван Аушев, Новости 24. Сегодня в Малом зале Народного собрания состоялось заседание Совета. Депутатам предстояло рассмотреть довольно обширную повестку из более чем 10 вопросов. Ахмед Хашагульгов продолжит тему. В числе законопроектов, включенных для обсуждения, был проект закона по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Ингушетия. На следующем заседании Народного собрания депутаты также рассмотрят законопроект об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия. По инициативе Комитета по здравоохранению, социальной политике и труду в повестку дня заседания включены 2 законопроекта, направленные на усиление мер социальной поддержки детей-сирот. В первую очередь это касается предоставления детям-сиротам жилых помещений. Сначала по договору найма, затем квартира передается в социальный найм. Завершая заседание Совета, на рассмотрение депутатами был представлен план контрольных мероприятий Народного собрания. Спикер парламента Магомед Атриев подчеркнул, что каждому комитету по своему направлению надо вести более активную работу с министерствами и ведомствами. Если по тем или иным причинам нарушаются права граждан на получение социальных выплат, гарантированных законом услуг, необходимо реагировать, использовать при этом полномочия, которыми депутаты наделены в соответствии со своим статусом, отметил Магомед Атриев. Ахмед Хашагульгов, Сурхо Кусиев, Новости 24. В Малгобеке прошло заседание комиссии по адаптации участников незаконных вооруженных формирований. Возвращение бывших участников НВФ к мирной жизни является приоритетной задачей руководства Ингушетии. На встрече побывала Лейла Гайсанова. В администрации Малгобекского района прошло заседание адаптационной комиссии, на котором присутствовали представители Совета безопасности, руководства района и родственники участников незаконных вооруженных формирований. В начале встречи начальник уголовного розыска ОМВД России по Малгобекскому району Юсуп Акмурзиев зачитал доклад о проделанной профилактической работе, в котором также была подробно отражена ситуация покушения на секретаря Совета безопасности Ахмеда Катиева. Куратор уголовного дела в ходе допроса Далсаева Артур Бексултанович дал признательные показания, что в совершении данного преступления принимал непосредственное участие он сам лично в составе 3 человек. Это он, Далсаев Артур Бексултанович, Евлоев Ахмед Багаудинович и Паланкоев Магомед Абдулович. Напомним, что покушение было совершено 27 августа на дороге Малгобек-Назрань. В результате вооруженного нападения погиб сам Ахмед Катиев и сотрудник полиции Руслан Катиев. Задержанный по этому делу житель Чеченской республики Артур Галсаев дал признательные показания и указал на сообщников. Это жители Ингушетии Ахмед Евлоев и Магомед Паланкоев, которые находятся в уголовном розыске. Отец Магомеда Абдул Паланкоев обратился к сыну с просьбой вернуться домой.
На заседании также обсуждался вопрос оказания помощи бывшим участникам незаконных формирований и профилактическая работа среди молодежи. С приходом главы республики, создания адаптационной комиссии этой работы около 16-17 человек было адаптировано, возвращено к мирной жизни. Члены комиссии также отметили, что лицам, добровольно отказавшимся от экстремистской деятельности, будет оказано содействие в трудоустройстве и адаптации к мирной жизни. Лейла Гайсанова, Магомед Русханов, Новости 24. Строительная фирма «Маркетинг-сервис» начала строительство многоквартирного дома в столице Ингушетии. 13-этажный дом предназначается для профессорско-преподавательского состава Ингушского государственного университета. За ходом строительства наблюдал Бекхан Хашагульгов. В центре Магаса возводится еще одно высотное здание. Это жилой дом общежитно-семейного типа для профессорского и преподавательского состава Ингушского государственного университета. Планируется построить объект в 13 этажей. В нем в общей сложности будет 96 квартир разных категорий, от однокомнатных до трехкомнатных. Фасад современного жилого дома будет гармонично сочетаться с красотой и индивидуальностью столицы Ингушетии. Как видите, возведен подвальный этаж, 2 первых этажа, 3-й этаж в процессе строительства. Здание будет построено под ключ. Я думаю, без проблем мы его построим и сдадим в положенный срок. Заказчиком многоквартирного дома для профессорского и преподавательского состава является Министерство образования Российской Федерации, а строительные работы ведет фирма «Маркетинг-сервис». На сегодняшний день задействовано 40-45 человек. Мы работаем двухсменно, с 7 до 4, 4 до 12. И при выполнении вот этих строительных работ мы задействовали предел 20-22 единиц техник. Здание строится в соответствии всем требованиям безопасности. Оно спроектировано и будет построено так, что способно выдержать землетрясение в 9 баллов. Строительство жилого дома началось в марте текущего года. Сдача в эксплуатацию запланирована к концу следующего года. Бекхан Хашигульгов, Магомед Дидигов, Новости 24. Праздник посвящения в Кружковцы прошел в сельском поселении Орджоникидзевское. В Центре детско-юношеского творчества мероприятие является одним из ежегодно проводимых. Побывала на мероприятии наш корреспондент Хади Адельбиева. Центр детско-юношеского творчества в сельском поселении Орджоникидзевское существует более 30 лет. Здесь есть кружки по 20 различным направлениям: рисование, кулинария, лепка гипсом, вышивание, танцы, обучение вокалу и многие другие. Особой популярностью пользуется кружок грамматики, в котором дети закрепляют полученные знания в школе. И пока детвора занята делом, радуются за них и родители. Ежегодно центр выпускает до сотни ребят. Отдельные кружки созданы в 6 школах Сунжинского района. В общей сложности центр творчества обучает 1000 детей. Основные задачи, которые ставит перед собой центр, это адаптация детей в жизни обществом, формирование общей культуры, обеспечение содержательного досуга для детей. В Центре детско-юношеского творчества прошло так называемое посвящение в кружковцы. Это дети, которые занимаются здесь первый год. Всего курс обучения длится 3 года. В 2013-м обряд посвящения прошли более 100 детей. В честь праздника ребятам показали, чему уже научились дети, пришедшие годом ранее. Это уже стало традицией проводить посвящение ежегодно в начале октября. Организовала это Казбан Бокова, которая уже 5 лет работает в центре. Видно, что дети очень довольны праздником, очень активные дети, выступают очень хорошо. Все, что они делают, делают с большим интересом. Юная воспитанница центра Милана Аздоева пришла в школу год назад. По словам девочки, она уже овладела некоторыми навыками английского языка и научилась танцевать. Мне нравится сюда ходить, потому что тут интересно, весело. Тут дети веселые. Родители просят заполнить анкеты. По их желанию кружки иногда меняются. К примеру, в этом году ребят начали обучать журналистике. Хава Султыгова, Хади Адельбиева, Рахман Цуров. Новости 24. В физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Кантышево состоялся республиканский турнир по боксу. В мероприятии приняли участие воспитанники всех спортивных школ республики в возрасте 14-15 лет. Подробнее с турнира Дали Плиева. Республиканский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Исыдзаурова, человека, основавшего боксерскую школу в Кантышеве, проходит ежегодно и становится все популярнее у молодежи. Я в жизни его помню, когда он работал
Он был первым тренером в селении Кантышево. На первых боксерских соревнованиях в республике, в Ингушетии, когда у нас образовалась республика Ингушетия, на первых соревнованиях он выставлял хороших спортсменов, хороших боксеров. Значит, и он был родоначальником бокса именно вот в селении Кантышево. Был хорошим парнем, хорошим тренером. Алид Зейтову 14 лет. Боксом он занимается последние 3 года. 2 раза в неделю ездит на тренировки с Алиюрта в Викажево и радуется каждому соревнованию. Недавно ездил в Дагестан, привез оттуда серебро. Нынешний турнир для мальчика – путевка в большой спорт. Мой отец любил бокс и смотрел на телевизоре. Даже когда света не было, ездил на Назрани, там смотрел. Вот, посмотрел немножко, 2-3 боя, понравилось, и я на бокс поступил. Я участвовал. Первый, второй раз я участвовал по боксу с Слепцовской. И там дважды 2-е место занял. Потом 3-й раз поехал в Дагестан, и там тоже 2-е занял. Соревнования проходили 3 дня. Ребята состязались в 23 весовых категориях. Ребята приехали со всех спортивных секций, которые у нас есть. Более 90 участников на сегодня. Ну, сегодня боксируют у нас ребята, которые по итогам нескольких дней вышли в финал и будут сегодня боксировать за 1-2 места. Каждое мероприятие, которое проводится, это не только просто проведение мероприятия, это цель преследуем еще выявление самых лучших ребят, которые будут в последующем выезжать на какие-то соревнования. На турнире определили лучших боксеров, вручили награды за подготовку спортсменов и волю к победе. Из сотен ребят со всей республики кубки и призы получили 23 спортсмена. Далее Плеева, Соломбек Аздоев, Новости 24. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.